свобода обязательно придет, и мы восстановим свою государственность. Конечно, сейчас проблемы чеченцев, которые живут в Европе, они меняются. Вначале, когда прибыли в Европу, были одни проблемы, а сейчас возникают другие. Но по мере возможности надо их решать совместными усилиями. Конечно, это, я считаю, недопустимо, чтобы выдавали России тех чеченцев, которые боролись за свободу в Чечении и продолжают бороться. А теперь я хочу представить вам нашего друга. Амина, одну минуту. Просто раз мы коснулись вот этой очень болезненной для нас темы, я хочу, пользуясь случаем, довести до наших гостей позицию чеченцев. Не только сейчас по этому вопросу, по предоставлению убежища. У нас еще с 17 века еще международное сообщество не сформировалось, и оно не имело ни Женевских конвенций, подписанных в 19-20 веке, ни каких-либо других каких-то гуманитарных. Чеченцы принимали беженцев. Чеченцы, защищая этих беженцев, людей, которым они дали политическое или другое укрытие, целыми селами их выжигал Ермолов. Он пишет в своих письмах царю, что вот чеченцы, которые этот бунтарский дух, бунтари, они принимают беглых крестьян из России и не выдают. И приходится сжигать населенные пункты. То есть вот это была наша позиция. Защитить ущемленных, преследуемых. И очень обидно, что сегодня, в 21 веке, что международное сообщество и такие страны, как Франция, Германия, Бельгия и другие страны, на которых мы смотрели как высшую точку цивилизованных стран и правовых государств, что они себе позволяют такое и наших людей выдают. Я еще раз обращаюсь и к расе, и, конечно, к нашему профессору, другу, который имеет, несмотря на то, что он уже не входит в эти международные институты и структуры, чтобы они заявили о недопустимости вот этого поведения. Нельзя, ни в коем случае, нельзя допустить, чтобы чеченцев передавали в Россию или в оккупированную Россией Чечню. Они их выдают. Это не просто депортация или экстрадиция. Это они подписывают смертный приговор этим людям, отменив смертную казнь в европейских странах, и в то же время с этих европейских стран передавать людей на явную смерть и гибель. Это не только двойные стандарты, это просто аморально, и этого нельзя допустить. И с этим мы должны бороться, и мы должны бороться и делать все, чтобы это прекратилось. И я думаю, что, Амина, несмотря на нашу тему, я хочу, чтобы в последний пункт резолюции от нашей конференции, чтобы мы включили вот пункт, обращенный Европейский Союз, Международное сообщество и другие институты, с тем, чтобы прекратили практику выдачу на явную смерть чеченцев. Я закончил. Спасибо, Анна. Извиняюсь. Спасибо, Анна. Спасибо. Теперь я хотела бы дать слово нашему давнему другу, который сейчас исчез с экрана, как я вижу. Ань. Нет, есть. Андресу Ругенсу, доктор философии, специалист по международной политике. Он с большим воодушевлением принял приглашение на эту конференцию и помог пригласить уважаемого Эйнарса Целинскаса. Спасибо вам большое за это участие и за то, что вы согласились и сами участвовать. Еще раз добрый день. Добрый. Сперва я хочу передать привет от третьего, так сказать, члена латвийской делегации, который
сумел из-за болезни присутствовать. Это депутат Сейма, бывший министр обороны Раймондс Байманис. Я не буду повторить то, что вы говорили здесь другие. Я немножко отвечу на тот вопрос, который сказал уважаемый Ахмад. Во-первых, я помню свое раннее детство, когда я с дедом ходил в бункера национальных партизан, и мы все слушали английское радио, которые сказали: держитесь в лесах, мы придем вам на помощь. Помощь пришла в виде провокаторов, пришла в том, что мы знаем, что английская разведка работали советские разведчики, которые передавали всю информацию, и в результате мы потеряли где-то около 20 тысяч своих сыновей, которые боролись до 1956 года. Это раз. Во-вторых, напомню вам, что сегодняшнюю элиту, политическую элиту Запада, то есть Евросоюза и Соединенных Штатов Америки, в частности, во многом составляет левые, то есть троцкисты. И напомню вам цитату Ленина, которым он сказал: «Марксизм в себе не содержит ни грамма морали. Кто этого не понял, никогда не понял марксизм». Вы можете это найти в его сочинении. Так что не удивляйтесь двойной морали, которая присутствует сейчас на Западе, который с одними словами говорит одно, другими словами говорит другое. Не надо удивляться того, что американцы с одной стороны говорят, что Путин бандит, а потом звонит и говорит: слушай, давай, старик, выпей чашечку кофе, поговорим о жизни. Да? Что посылает военные корабли сегодня, а завтра отзывает. К сожалению, это реальность, с которой надо считаться. Это, я вам говорю, я знаю, как было у нас послевоенный период до 1991 года. Да? Мы знаем, какими словами нас ободрили по радио и как действовали по-настоящему. Еще один пример из истории. Было в Греции после войны, помните, была гражданская война, в которой участвовали коммунисты. Министр иностранных дел Антонин Иден, когда поехал встретиться с Молотовым, министром иностранных дел Советского Союза, и в своем портфеле привез ноту короля о том, что Великобритания признает аннексию прибалтийских стран. Обмен на того, что Советский Союз не будет вмешиваться в Грецию. Молотов начинал свою речь первым и сказал, что Советский Союз не имеет никакого интереса в Греции. Естественно, Иден эту ноту оставил про себя. Это пример, то, что называется политика, будем так сказать, да, в которой действительно отсутствует мораль. Это не только на Западе, это на Востоке, везде. Это такая игра, и с этим надо считаться, что я думаю, что борьба за независимую Чечню не будет, конечно, так столь легкой, и Запад не будет так поддерживать ее, как мы очень часто надеемся. Да? Мы тоже в свое время надеялись на то, что там свободное общество, там свободный мир, там, понимаете, люди борются за идеалы, за права человека и так далее, и так далее. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали довольно неприятная. Это вам, так сказать, не чтобы сбить настроение, но чтобы реально вы увидели жизнь, как она есть в этом плане. Это не значит, что не надо ничего делать, наоборот. Это значит то, что надо делать, и надо делать больше, чем сейчас делается. То, что правильно, то, что люди имеют очень мало информации насчет событий в Кавказе, особенно событий в Чечне.
Это тоже факт. И поэтому хочу вас всех приглашать. Это уже состоялось бы, если не было вот этой COVID-инфекции, да. Мне удалось договориться о том, что у нас будет конференция по вопросам Кавказа. И я буду очень рад видеть вас тогда в Латвии. Да, я уже один раз хотел приглашать господина Ахмада. И тогда меня вызвали соответствующей службе и сказали: ты что, с ума сошел? Он же для России террорист номер один. Его же убьют. Я сказал: ребят, во-первых, у него будет кто его охраняет. Во-вторых, я тоже неплохо стреляю. Так что как-нибудь справимся. Ну, что делать? Тогда отменили, президент тогда был в больнице. Я с ним говорил после этого. Так что надеюсь, что в этот раз удастся. Я вас увижу в Риге конференции. Тогда будем продолжать эти разговоры. Да? Тогда будем говорить действительно о том, что происходит в Кавказе. Не только в Чечне, но что происходит и в других республиках, в Грузии, Армении и так далее. Там, какая ситуация там образуется. Я хочу еще что вас немножко предупредить. Я не буду повторять то, что я говорил в свое время в Литовском Сейме. Ритас, наверное, помнит. То, что сегодняшняя идеология России – это идеология, ну, скажем так, национал-социализма в Германии, только в Российском союзе. Да? Поменены несколько слов. Так сказать, вместо арийцев, германцев появились арийцы, россияне, славяне и так далее, и так далее. То есть мы имеем дело с той же самой идеологией, которая была только в русском исполнении и, к сожалению, поэтому более низкого пошиба. И Путин себе согнал угол. У него нет выхода. Или он выиграет, или он проиграет все, он это прекрасно знает. И поэтому его бравура того, что мы будем в раю, а вы там, так сказать, не успеете даже очухаться, где вы находите, все эти слова, все эти военные бряцания оружием и так далее, и так далее. И это в действительности может довести до военного столкновения. Такую возможность при расчете всего не надо исключить. Понимаете, один раз в год даже пустое ружье стреляет. А тут все ружья заряжены. И против него, он, естественно, понимает, что против него стоит Америка, которая раздроблена. Я сейчас не буду говорить о том, как я вижу ситуацию в Соединенных Штатах. Довольно плачевно. Против него Европа, которая, Германия это не Германия, пусть господин Экхард меня извиняет, я тоже наполовину немец, не стыдно за такую Германию, когда я читаю особенности там выступления зеленых и так далее, я бы, конечно, их отослал в места довольно удаленные за такие слова, которые они говорят в отношении своего народа и своей страны. Франция, которая занимается своими проблемами. И это то, на что играет сейчас Путин. Так что ситуация ближайшая будет очень-очень тяжелая. Это мой прогноз. Я думаю, что если мы все будем как-то все-таки стоять в одном фронте вместе, то все-таки нам удастся намного больше. Поверьте мне, меня Аминат называла аналитиком. Я стал аналитиком не по своей воле. Я по своей воле немножко другой человек своей внутренности. Да? В 2015 году на Донецком фронте я сказал в штабе правых сил: ребята, я достаточно стар, чтобы не бояться смерти. Это раз. Во-вторых, я хорошо стреляю. Это два. И в-третьих, я хромой и не могу удрать. Поэтому мое место это на передних позициях фронта.
я хочу сказать, что если Джохар Дудаев был живой, я бы, безусловно, был вместе с ним. Но жизнь есть такова, как она есть. И я очень надеюсь вас увидеть в Риге. Я думаю, что если мы будем держать все вместе, мы все-таки добьемся победы. Всех благ вам. Алдес. Спасибо, Андрей, спасибо. Спасибо большое. Анна, я отвечу, Андрес, я принимаю ваше приглашение. Я могу вам сейчас же сказать об этом. Даже вот в режиме онлайн. Пусть нас подслушивают, пусть прослушивают. Я, иншаллах, если нам это удастся, я приеду. И теперь относительно ваших высказываний, чтобы мы не питали никаких иллюзий по поводу позиции Запада относительно нашей независимости. Это нас не только не расслабляет, я вас уверяю, это нас только усилило нашу веру, необходимость продолжения борьбы за нашу независимость, с тем, чтобы не только сделать чеченцев свободными, но немного, став субъектом международного права, немного изменить в лучшую сторону и международное сообщество вот в этих вопросах гуманитарии и политической твердой позиции за высочайшие ценности, за общечеловеческие ценности, ратовать за них, защищать их, отстаивать и при необходимости даже бороться за них. Спасибо вам большое. Так что пока есть вы, которые в любом случае понимаете и поддерживаете нашу борьбу, мы будем продолжать борьбу, иншаллах. И мы победим в этой борьбе, я не сомневаюсь в этом, ни на йоту. Я тоже верю. Я хотела бы добавить, что в парламентской ассамблее Совета Европы была такая женщина, член ПС от Великобритании, Клэр Пелли. Я ей пожаловалась о том, что вот международное сообщество, международные организации не реагируют, мировые лидеры не реагируют на то, что в Чечении льется кровь рекой, что там страшные преступления военные. Она мне сказала, мол, таких войн в мире очень много, а для нас, Запада, очень важна Россия политически и экономически. Вот такой циничный ответ меня очень отрезвил тогда. Это было в начале Второй войны. Так что, конечно, научились. Мы очень верили, что международное сообщество обратит на то, что происходит в Чечении. Но теперь эти наши надежды, они сильно поубавились. Мы стали более трезвыми и реалистами. Но все же уповаем, конечно, уповаем на Европу, уповаем на Соединенные Штаты Америки, потому что знаем, что именно Запад в этих случаях, конечно же, все равно выступает впереди остального мира. Если, Ахмед, у тебя есть что добавить? Нет, Ахмед, все, а то мы с тобой поведем дискуссию, прекратим лучше. Все, хорошо. Спасибо. Теперь я хотела бы дать слово члену правительства Чеченской Республики Ичкерия, уважаемому Абдулле Артаханову. Он у нас государственный министр Чеченской Республики Ичкерия. Пожалуйста, Абдулла. Добрый день. Приветствую всех истинных друзей чеченского народа. Благодарю за участие в данной конференции. Хочу особо отметить мужество наших друзей из Литвы, Латвии и Эстонии, которые оказывали и оказывают беспредельную помощь и поддержку в нашей борьбе за свободу против российского оккупанта. Все последние дни, начиная с 21-го, чеченский народ в лице ее панихиды
по случаю 25-летия подлого и коварного убийства первого президента Чеченской республики Ичкерия Джохара Дудаева. Мы, поколение, которые помним, которым довелось видеть, слышать и работать с Джохаром Дудаевым, мы делимся своими воспоминаниями на просторах инета с людьми, которые вообще не знают, кто такой Джохар, не слышали о нем ничего, но о человеке, который перевернул сознание чеченского народа, миллионов людей, перечеркнул устоявшиеся десятилетиями стереотипы мышления людей, показал на личном примере, на личном опыте, для чего и как надо бороться за свободу и торжество справедливости. Джохар, сжигая сам себя за свободу, показал миру образец бесстрашия перед русизмом, как он любил называть российскую политику русизмом. Я постараюсь несколько в ином русле показать Дудаева. Мне посчастливилось работать с ним на разных ответственных должностях 3 довоенных года. И быть рядом с ним тяжелый период войны, вплоть до его гибели. Это был человек-легенда. Это была мощная глыба, которую сам Всевышний подарил мужеством, подарил нашему народу. Он по целому комплексу вопросов опережал действия. Он был не только компетентен в вопросах военных, но и в житейских перипетиях, в обыденной жизни и так далее. Я постараюсь показать вам на примерах некоторые черты характера, некоторые особенности Джохара. О Джохаре можно говорить, с ним можно было говорить и на языке поэзии, и о величии духа, и о высоком искусстве, и о силе любви, любви к жизни, к Отечеству, к любви к свободе. Свободе, которую он по выражению он любил до мозга костей. За свободу, которую он лег на тропах войны. И в политике он мог разобраться, дать любому политику фору, маломальски считающему себе политику. В духовной сфере и в религиозной сфере он мог показать пример понимания отношения своего, отношения Всевышнего по отношению к рабу и так далее. Лучше, чем многие религиозные деятели, которые имели на то религиозное образование, религиозные знания. И причем делал он это охотно, шутя, похлопав по плечу самодовольных имамов, так называемых, в кавычках. Он умел держать дистанцию с важными представителями разного течения, скажем, Накшбандия, стать вровень перед простыми, свободными представителями кадрийского толка. Он видел продажную сущность первых и видел кристальную чистоту второго направления в последних боях, в последних действиях. Что касается его политического, скажем, государственного управления, то и здесь Джохар имел свое особое, отличное от многих мировоззрение.
в управлении, в экономике и финансовой деятельности. Я расскажу вам один небольшой отрывок из одного нашего заседания Кабинета министров, выездное заседание Кабинета министров было тогда по реализации программы обеспечения республики автономным энергоснабжением. Чеченэнерго был у нас тогда. Все, кто работал там, были из старой школы. Но это ведомство было очень важно для нашей промышленности, да и для всего нашего народа, потому что в условиях тотальной блокады со стороны России энергетика носила очень важный характер, как и во все времена, как и везде. И все руководители этого Чеченэнерго, скажем, Министерства энергетики, они представляли себя сверхпрофессионалами, такие чванливые, черствые. Впоследствии один даже руководитель стал героем России. На самом деле они и были профессионалами, они несли тяжелое бремя в этих тяжелейших условиях, они обеспечивали электроэнергией нашу республику. Поэтому несколько высокомерно относились они к этому новому, скажем, веянию чеченского правительства, да, на их взгляд, некомпетентным. Началось совещание, после ознакомления повестки началась работа. Выступают специалисты, главный инженер, отраслевые деятели, ряд директоров ТЭЦ. Там своя технология, насыщенность цифр и отсчетов, использование ведомственной лексики и так далее. Джохар сидел, буквально записывал, перечеркивал и так далее, и так далее. И заканчивает, Джохар берет слово, в отличие от других, наметил себе регламент. Я, говорит, буду говорить 20 минут, 5 минут на вопросы и ответы, и халас, как говорится, как он любил говорить. Джохар начал, свойственно его манере повествования, он говорил о том, как нужно планировать. Он поверг участников заседания Кабинета министров в шок. Настолько профессионально, взвешенно и грамотно он говорил по вопросам энергетики, что с инженерными расчетами, перспектива развития собственной энергетики, источники взаимозаменяемых, как они могли. Все это повергло в шок специалистов профи. Затем он закончил. Ровно через 25 минут заходит руководитель, начальник охраны, и мы уходим на ТЭЦ-2, как он говорил, совещание там продолжить. А как мне потом рассказали оставшиеся, мы еще долго не могли уйти с мест, были в шоке и повергнуты. Вот этот летчик, вот этот показал нам класс и так далее, и так далее. Я в завершение скажу несколько слов о том, как мне приятно было работать, как я работал с ним. Он был не только президентом, он был не только наставником, но и душой всего сопротивления в период войны. Я счастлив, что мне пришлось работать с ним. Я безмерно горд и рад, что являлся его соратником в борьбе за построение нашего государства. Трудный час для чеченского народа. И я думаю, я с честью, вспоминаются мне слова
Ландсбергеса, когда я спросил у него о здоровье, он сказал такие хорошие слова. Я думаю, я дойду. Вот, упреждая его слова, мне хочется сказать, мы не посрамим честь. Мы закончим дело, которое посвятил Джохар Дудаев, и воссоздадим, восстановим из руин нашу государственность. Спасибо вам за участие ваше. Спасибо, что вы каждый год на каждое наше мероприятие отзываетесь. Я безмерно благодарен всем участникам за такой хороший за хороший. Абдулла? Я все. Да. Аминат, я все слышал. Некоторые слова я не слышала. Слышал? Да, Плохо зависит. слышно было. Берес Хилон, спасибо за такую эмоциональную речь, которая, если бы не здесь, может быть, я расплакалась бы. Просто перед вами сдерживаюсь.